Премьера 24 ноября в 21:00. Только в эфире национального телевидения Чувашии. Начинаем праздничную программу, посвященную государственному празднику Дню чувашской вышивки. Ветром по полю, голос мой за тобою, как будет воля, дорогу найдешь домой, я от бед укрою, сестер зову с собою, разольется доля водою ключевой. Ой, упали мысли на плечи коромыслом, танцую в вышине на серебряной луне. Ой, заплету слезы, золотые косы твоего коснусь лица лучами солнца. Стану над рекою, руки я раскрою, обниму тебя я, моя Чувашия. Во мне сила, вера, время, любовь без меры, и мать, и дочь я и есть Чувашия. Варвара вармана видер сирехенде хурлах щилебеле манасасам жиде шоллама шива шавле ямакову цабале нимен ренян хора щеранью санабах шумара кашпек виде хурлах варам чуере пуры бер туле уях шалдары тюбере сывала моей вердибе кущуль булсан шулдаш щеранье мерсипле. Я и есть Чувашия. Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь мы собрались на уникальном празднике, посвященном традиционному рукоделию.
Давайте вспомним, как все начиналось. Указом главы Чувашской Республики в 2020 году в целях сохранения уникального культурного наследия был учрежден День чувашской вышивки. Вышивка, орнамент и зашифрованные в узорах значения своего рода наш генетический код, который связывает нас сегодняшних с вековыми традициями предков. В специальных праздников была организована акция «Сурбан-Перле». Лучшие мастерицы из всех районов и городов Чувашии вышили свою часть полотна. Фрагменты были соединены в единое полотно с символом столетия чувашской автономии. 6-метровый сурпан с орнаментами всех муниципалитетов стал главным украшением первого республиканского праздника Дня чувашской вышивки. На следующий год, 26 ноября 2021 года, День чувашской вышивки уже был ожидаемым и любимым праздником, символом красоты, традиций чувашского народа. Здесь рождались и крепли новые традиции. Проект «Рожденные в вышивке» был особенным. В 2021 году на годовщину праздника День вышивки нас поздравили дети проекта, которым 26 ноября, как и нашему празднику, тоже исполнился годик. Мы росли вместе. Здесь же состоялась презентация вышитой карты Чувашии. Карту вышивали 30 мастериц нашей республики. В каждом фрагменте отражено своеобразие орнамента и вековые традиции всех районов и городов Чувашии. Здесь же Чувашия дает старт новому проекту. И как уже стало доброй традицией, каждый следующий проект становится больше, масштабнее предыдущего. Итак, 2021 год. Вышитая Чувашия. 2022 год. Вышитая Россия. 12 июня 2022 года, в День России, состоялась презентация новой реликвии – вышитой карты России. Созданная руками лучших мастериц страны, объединившая 85 регионов от Камчатки до Калининграда. Соединившая времена и судьбы, прошлое и настоящее народов, живущих в России, красной нитью вышита наша любовь к родине, великой России. Любовь и мудрость России на одном полотне. А 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в Московском государственном театре «Русская песня» была представлена вышитая карта России с новыми регионами нашей страны. Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также прошла презентация книги-альбома «Вышитая карта России». Амбассадором и душой проекта стала народная артистка России Надежда Бабкина. Сразу после Дня чувашской вышивки, где карта была с нами, вышитая Россия уехала в Санкт-Петербург на Международный экономический форум. Летом того же года карта встретила всероссийский фестиваль «Вышитая Россия», который состоялся при поддержке правительства Чувашской Республики и Министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль объединил более 1000 мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и этнографов страны. Более 100 мастериц приехали к нам представлять вышитые карты своих регионов. А сегодня карта стала символом огромной международной выставки форума «Россия» в Москве на ВДНХ. Инсталляция карты встречает всех гостей форума, а сама вышитая карта России находится в самом сердце выставки, в главном павильоне ВДНХ, где представлены все регионы нашей огромной Родины. Всего 4 года мы празднуем День чувашской вышивки, а уже вся страна включилась в популяризацию традиционного народного творчества, соединив красоту вышитых узоров и народных промыслов. Мы чтим традиции, идя вперед, усердно работаем и добиваемся побед. Слово предоставляется главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Үрігін бұлдыр хақлы елдарсем, хақанды хақлы ендерсем, теребе келене гензем,
Вот Харгина Галазабази, Шагимбек Пиди, Хамаравали, Пиди Хакла, тогда Шерживра Бурнаган Терле Халахсене, Перле Бухаган, проекцене Бурнежагер Дегензе. Сири Бурнеде Паянхи Уяброт Басалавланза, Малалада Шагимбегих, Пурнишудер Пиди Хастаран, Утма Сенеп, Палах Хинженде Эбершак Пурнежа, Пиди Чунран Жеререн Таранан Юрацан, она Хамыр жуғырсен бет терлі енлі дұза бұрзасын. Эбірчін малданақ палағынде хамыр незілзінжен, аякри вағатран келеген вайба тұлза, паянхи жылба педи хастарын ұтма бұлдары бір, ыранхи гунада хамыра керлі бегех тума бұлдары бір дезеш улады бебе. Дорогие друзья, уважаемые земляки, я от всей души поздравляю с сегодняшним праздником. История была подана нашего праздника замечательная. Она достаточно короткая, но за это время она наполнилась очень большим содержанием. И вот тот ручеек, который мы с вами запустили или там приоткрыли источник, наверное, который бьет веками у чувашского народа в виде вышивки, открыли и запустили ручейком, сегодня образовалась вот очень мощную реку. Реку, которая объединила все народы, которые проживают в Российской Федерации. И самое главное, это движение только наполняется и усиляется соответствующей мощью. И это, с одной стороны, радует, с другой стороны, на нас налагает еще большую ответственность. Мы с вами ведь, празднуя сегодня 4-й раз этот праздник, в следующем году уже будем приближаться к 5-му разу. А это уже такая уже дата более значимая. И, конечно же, уже сегодня нам хотелось бы готовиться, потому что вот только что было сказано, каждый год у нас событие наполняется неким более масштабным, таким значимым событием. И я думаю, если мы сегодня возьмем обязательство и в следующем году открыть музей вышитой карты России на Красной площади города Чебоксары, то это, мне кажется, будет правильно. И мне кажется, если мы будем ставить перед собой масштабные задачи, а самое главное, будем усердно работать вместе над их реализацией, то у нас точно получится много. И я думаю, что здесь тоже у нас все должно получиться. Почему об этом говорю, и вот в том числе и себя тоже мотивирую, чтобы мы вот это движение продолжили, потому что очень важно, конечно же, с каждым шагом добавлять энергетики, с каждым шагом добавлять содержание, а самое главное, за счет этого вдохновлять в том числе подрастающее поколение. Ведь мы все сами почувствовали и видим это, когда ту же самую вышитую карту России видят люди впервые. Ну, в частности, недавно был у нас, можно сказать, вот гуру российского искусства Михалков Никита Сергеевич. И очень приятно было наблюдать за его эмоциями, за его восхищением, а самое главное, удивлением тому, насколько гармонично соединяются традиции разных народов на едином полотне, без всякой подготовки, без всякого подтягивания друг друга. Ну, давайте даже применю такое слово, определенным образом приноравливание, да, там. Вот просто все гармонизирует. Вроде бы все разное, но при этом настолько это гармонично. А почему? Потому что народы живут давно. И поэтому я еще раз от всей души благодарю каждого, кто приложил и прикладывает усилия для развития вот этого нашего традиционного творчества. Потому что вы сейчас только что выставку посмотрели, у нас уже 3 или 4 у нас выпуска было школы чувашской вышивки. 3? 3, да? 3. Вот 3 выпуска было. И вот уже выпускницы нашей чувашской школы вышивки творят, а самое главное, это делать очень увлеченно. И делать не только сами, но и вовлекают в этот процесс все новых людей. Сегодня у нас открылась выставка свадебного платка, который мы
который мы открыли вместе с Санкт-Петербургским этнографическим музеем, а это не что иное, как центр компетенций вообще истории народов Российской Федерации, и не только Российской Федерации, истории, можно сказать, народов мира. И очевидно то, что мы вовлекаем вот в этот вот большой процесс, в том числе вот такие институты, я бы так сказал, сохранения и развития наших традиций, это тоже говорит о том, что проект живет, развивается, и я думаю, что у нас все будет получаться. Я от всей души сейчас поздравляю всех нас с праздником и выражаю уверенность, что мы с вами сделаем все, чтобы прежде всего сохранять традиции, объединять усилия и делать новые, очень значимые шаги, которые будут только усилять и добавлять вот в то наследие, которое для нас является драгоценным и дорогим. Мы переходим к торжественной церемонии награждения. За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Сандаловой Надежде Константиновне, хормейстру народного хора русской песни Районного дома культуры и туризма муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная клубная система Мариинско-Посадского муниципального округа». Надежда Константиновна, просим вас остаться на сцене для общего фотографирования. Пожалуйста, не уходите. Ильиной Валентине Тимофеевне, преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Чебоксарская детская художественная школа номер 6 имени заслуженных художников Российской Федерации и Чувашской Республики Аркадия и Людмилы Акциновых. Распоряжением главы Чувашской Республики за вклад в популяризацию и развитие чувашской национальной культуры благодарность и часы от главы Чувашской Республики вручается Васильевой Раисе Михайловне, заведующей кафедрой народного художественного творчества бюджетного образовательного учреждения высшего образования Чувашской Республики Чувашский государственный институт культуры и искусств. Мы приглашаем всех на общее фотографирование несколько шагов вперед. И наши громкие, теплые, праздничные аплодисменты. Спасибо. Ну а мы продолжаем церемонию награждения. Олег Алексеевич, пожалуйста, не уходите. Традиционно в день чувашской вышивки мы подводим итоги межрегионального конкурса «Живи узор чувашский» среди профессиональных вышивальщиц. В год счастливого детства организаторы конкурса предложили украсить вышивкой современную детскую одежду. Участие в конкурсе приняли представители разных районов и городов Чувашии, диаспоры Башкортостана, Иркутской и Ульяновской области. Мастера представили на конкурс 80 работ. Изделия победителей будут показаны чуть позже, а сейчас церемония награждения. Номинация «Костюм школьника» и третье место. Галина Николаевна Григорьева, Цивильск, выпускница Национальной школы чувашской вышивки. Мы вас приглашаем на сцену и также просим остаться на сцене для общего фотографирования. Второе место. Ирина Петровна Ефимова, художник, Мариинско-Посадский район. И первое место. Оксана Юрьевна Федорова, Чебоксары, выпускница Национальной школы чувашской вышивки. Правильно делать аплодисменты. А сейчас общее фотографирование в этой только номинации. А номинаций еще несколько. Так что поздравляем, спасибо и продолжаем. Номинация «Школьные аксессуары». Третье место. Ирина Сабировна Верясова, Новочебоксарск, выпускница Национальной школы чувашской вышивки.
Второе место Светлана Юрьевна Железнова, Аликовский район, деревня Ой-Косы, Аликовский литературно-краеведческий музей. Первое место Марина Альфредовна Алексеева, Новочебоксарск, выпускница Национальной школы чувашской вышивки. У нас сейчас вновь общее фотографирование. Пожалуйста, друзья, аплодисменты. Итак, это победители в номинации «Школьные аксессуары». Поздравляем! Спасибо. И у нас следующая номинация – это детский костюм. Третье место. Валентина Васильевна Андреева, Маргаушский район, методист музея верховых Чувашей. Второе место Людмила Никитична Андреева, Аликовский район, деревня Каракасы. Первое место Нина Ивановна Михеева, школа номер 61 города Чебоксары, выпускница Национальной школы чувашской вышивки. Приглашаем на общее фотографирование. Поздравляем с заслуженными наградами. Несколько шагов вперед, да, сделайте, пожалуйста. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Ну и главная награда. У нас еще есть гран-при. Гран-при. Кузнецова Надежда Михайловна. Средняя общеобразовательная школа номер 60 города Чебоксары. Еще раз бурные аплодисменты всем победителям. Поздравляем. Мы благодарим вас, Олег Алексеевич. Приглашаем занять почетное место в зале. Ну и встречайте на этой сцене эстрадно-фольклорный ансамбль «Щавал». Гитлер в сосине,
Слово предоставляется депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Алле Леонидовне Салаевой. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые друзья. Конечно, в первую очередь хочу обратить ваше внимание на ту чудесную атмосферу, которая сегодня царит в этом зале, в этот день, в нашей республике, потому что, вы согласитесь, я не знаю, каким образом это работает, но все женщины, которые занимаются вышивкой, мы сегодня видели это в наших мастерицах, какой светлый взгляд. Сколько внутренней доброты, сколько желания созидать, оберегать. А какие все красивые сегодня, кто пришел в национальных костюмах. И то, что делают женщины, как это отражается на мужчинах. Олег Алексеевич, простите, но сразу чувствуется. Вот вы сегодня в национальном костюме, что вложена душа, это дает и силы. Да? Это же в любом случае в первую очередь оберег. Оберег, который исторически чувашские женщины вышивали, через вышивку отдавали свои силы, свою веру в своего мужчину, для того, чтобы он шел твердой поступью по своему пути. Что хочется пожелать? Конечно, как уже Олег Алексеевич отметил, чтобы День вышивки стал настолько естественной традицией в истории нашей республики. И вот этот день новейшей летописи Чувашии сегодня, он, конечно, все становится ярче и краше. Вот пусть наши дети уже воспринимают этот праздник абсолютно естественно, чтобы он с самого начала, с садика и до школы, и дальше воспринимался как тем сокровенным, важным, что есть у нашего чувашского народа. А наша чувашская вышивка продолжала развиваться, наша школа чувашской вышивки все больше обретала своих учеников разных возрастов. Успехов, дальнейшего процветания и чувства гордости за то главное, чем мы обладаем, за наше национальное достояние. Спасибо. Благодарность депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Аллы Леонидовны Салаевой объявлена Дмитриевой Татьяне Александровне, заведующему сектором народного творческого отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры Чувашии. Сильвестровой Надежде Аркадьевне, заведующему музеем чувашской вышивки Чувашского национального музея. Также благодарность объявлена Спиридоновой Валентине Константиновне, продавцу-консультанту фабрики художественных промыслов «Богатыря». Ну и, друзья, общее фотографирование по традиции. Зал обязательно поддержит. Аплодисменты. Поздравляем. Спасибо. Спасибо, Алла Леонидовна. Мы вас также благодарим и приглашаем в зал. Слово предоставляется председателю Государственного совета Чувашской республики Леониду Ильичу Черкесову. Иргун Хисепри Олег Алексеевич, Иргун Хакла Шак Шанахта Пызы Гуева Худшинаган Ирыжины Мырзем, Сире Шакуяв Ячебе Чунчурен Саламладов. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, добрый день, дорогие друзья. Действительно, сегодня большой праздник. Праздник, который объединил наши муниципалитеты Чувашской республики. Вот посмотрите, нас просветитель чувашского народа, патриарх Иван Яковлевич Яковлев сказал: русская вышивка тоже хороша, но чувашская просто изумительна. Вот, наверное, лучше него не скажешь. Действительно, вышивка изумительна. Она вот не только наши муниципалитеты, она объединила всю Россию. Объединила вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина. И это в нынешние условия, это очень важно.
поддержать президента в сложной ситуации. Объединил, я сказал, муниципалитеты, мы должны объединиться вокруг главы нашей республики, чтобы поднять нашу экономику. Мы видим, что результаты нашей экономики, хотя сегодня праздничные, я хочу отметить, что более достойны. Никогда собственные доходы не переходили 50% рубеж, а у нас сегодня 52%. Собственные доходы Чувашская республика и федеральное поступление больше стало. Общий бюджет более 90 миллиардов, это достойно то, что мы развиваемся. А наша вышивка обогатила нас духовно, обогатила нас культурно, ну и объединила. И вспоминая свое детство, когда учили вышивать, я, наверное, до сих пор благодарен маме. Когда учился в медицинском факультете, и говорят, на 3-м курсе уже практика не учитесь, говорит, если хотите стать хирургами, вышивать. Я сначала очень недоволен был, когда азам в школе учили, когда азам учили дома мама. А когда профессор сказал, такое облегчение было, такая гордость, что этим искусством еще я в школе, дома обучился. И действительно это, наверное, очень важно, когда мы сейчас уже в школьной скамье учим детей, когда у нас школа вышивальщиц здесь. И это направление, наверное, у нас в республике развивается из года в год. И я сегодня с этим замечательным праздником поздравляю всех. Хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов. С праздником, дорогие друзья! За большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию чувашской национальной культуры почетной грамотой Государственного совета Чувашской республики награжден Балтаев Николай Михайлович, доцент кафедры народного художественного творчества Чувашского государственного института культуры и искусств Минкультуры Чувашии. Спасибо. Леонид Ильич, мы вас также благодарим. Спасибо огромное. Нас поздравляют обладатели гранта в 2 миллиона рублей, победители Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов России, национального проекта «Культура» в номинации «Традиции». Мелодии родного края исполняет образцовый ансамбль народных инструментов «Эреветь», руководитель, заслуженный работник культуры России и Чувашии Сергей Федотов. Юрламазан, дашламазан, перекунда намаста.
руководитель, обладатель премии правительства России Сергей Федотов. Для поздравления и презентации книги «Вышитая Россия. Нити общей судьбы» на сцену приглашается министр культуры Чувашии Светлана Анатольевна Каликова. Олег Алексеевич, Ирыгун Хаклы Юлдашсем, Серебурнеде Баян, Илемля, Чуваш, Террику Ньячбе Заламладов. Добрый день, дорогие друзья. Очень правильно отметил Олег Алексеевич, что источник чувашской вышивки, он бил столетиями. И вот благодаря решению руководства республики мы с вами этот источник вместе облагораживаем. И сегодня этот родник уже мощно бьет не только в Чувашии, но и позволяет нам объединить вокруг Дня чувашской вышивки, вокруг мастеров всю Россию. Мы в 2022 году, это, конечно, безусловно, наша общая гордость, объединили всю страну на одном полотне, на вышитой карте России. Там представлены все регионы. И действительно, все наши гости говорят о том, что это было богоугодное дело, иначе бы нам за такой короткий срок не удалось бы реализовать этот проект. Мы продолжили эту работу, и в 2023 году в нашу республике приехали представители из 70 регионов страны. И вот то искусство, то мастерство, которое они к нам привезли, мы сделали все возможное для того, чтобы увековечить, и появилась вот эта книга-альбом «Вышитая Россия». Она сегодня уже есть, она уже есть в нашем Чувашском национальном музее. Здесь собраны все карты, которые были вышиты к августу 2023 года. В этой книге рассказывается о том, как проходил этот фестиваль. И самое главное, что проект продолжает жить и развиваться. Здесь, в этой книге, 70 регионов представлено. А уже сегодня Севастополь вышел свой фрагмент и вышивает свою карту. Санкт-Петербург продолжает работать, и очень скоро появится их проект в этой книге. И мы уверены, что в следующем году эта книга уже будет требовать переиздания, потому что она наполняется. И задача, которую перед нами Олег Алексеевич поставил, я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы следующий год, День чувашской вышивки, 2024 год, мы уже с вами отметили музеем вышитой карты России, где будут собраны и сами вышитые рукотворные экспонаты, ну и, конечно же, он пополняется такими цифровыми экспонатами, потому что у нас «Газпром Межрегионгаз» в 2022 году создал цифровую версию вышитой карты, анимировал все, что собрано на этой карте. И сейчас уже на ВДНХ мы видим еще один вариант анимированной цифровой вышитой карты, которая также станет музейным экспонатом. Еще раз поздравляю нас всех с этим великолепным праздником. И пусть День чувашской вышивки живет в веках. С праздником! Спасибо, Светлана Анатольевна. Для презентации выставки и книги «Чувашская вышивка», «Свадебные платки», «Покрывала» из собрания Российского этнографического музея города Санкт-Петербург. На сцену приглашаются заместитель директора Российского этнографического музея Наталья Николаевна Прокопьева и директор Чувашского национального музея Ирина Петровна Меньшикова. Добрый день, дорогие друзья. Поздравляю вас всех с этим красивым, душевным праздником. И мы очень рады, что к этому празднику нам удалось привести раритеты чувашской культуры из фондов Российского этнографического музея. И еще одно огромное удовольствие, то, что мы смогли подготовить и выпустить, издать новую книгу, где мы эти раритеты также и представляем. В этой книге 151 вышитый предмет, фотографии, фрагменты. Но подробнее, я думаю, что расскажет об этой книге как раз человек, который курировал издание этой книги, руководил этим всем, Наталья Николаевна.
Спасибо, дорогие друзья, дорогие коллеги. Мы с большим удовольствием представляем эту книгу, которая вышла благодаря сотрудничеству нашего музея, Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, благодаря сотрудничеству с Чувашским музеем и благодаря поддержке, конечно, главы республики. Без этого бы не могло состояться это издание, которое уникально и для нас также. Потому что мы чувствуем свою сопричастность к вашему празднику. Это наш вклад в ваше большое празднование. Это наша капля, которую мы с удовольствием дарим вашей республике. И надеюсь, что эта книга будет востребована, потому что, как сказала Ирина Петровна, там 151 предмет, и это малая часть того, чем мы можем поделиться. И мы очень надеемся, что наше сотрудничество продолжится, и благодаря этому мы также будем продолжать напитывать народные традиции вашими международными традициями, которые сохранялись много лет, почти 1,5 столетия в Российском этнографическом музее. Большое спасибо вам и изучайте наше наследие общее. Спасибо, Наталья Николаевна, Ирина Петровна. Мы вас благодарим. Огромное спасибо. В этом году День чувашской вышивки проходит в стенах художественного музея не случайно. 27 октября здесь открылась выставка вековых традиций фабрики «Богатери», сохраняя традиции чувашской вышивки. Это единственное предприятие в России с вековой историей, которое на протяжении многих лет выпускает на промышленном уровне сувениры и одежду с традиционной национальной вышивкой. В этом году фабрика «Богатери» отмечает свой 100-летний юбилей. Это несколько поколений лучших вышивальщиц Чувашии, каждая из которых, почитая и сохраняя традицию, идут вперед.
Вашему вниманию представлены женская рубаха из домотканого полотна, сшитая полностью вручную, обрамлена тонкими изящными узорами благородных цветов и выразительными старинными деталями. Чувашские узоры вышиты вручную. Год выпуска 1929. Мужская старинная льняная рубаха, украшенная филигранной ручной вышивкой. Год выпуска 1936. Коллекция «Советское время», 60-е, 80-е годы 20 века. Коллекция музейных экспонатов представлена самыми актуальными в советское время силуэтами. Костюм, юбка, карандаш и жакет полуприлегающий с использованием авторской ручной вышивки Екатерины Ефремовой. Год выпуска 1960. Костюм 70-х годов, юбка в складку и блузон свободного кроя с воротником апаш. В узоре вышивки используется модный в то время элемент вышивки мережка. Год выпуска 1977. В коллекции также представлено платье с короткими цельно кроенными рукавами, с модными 80-е годы накладными карманами, подчеркнутые выразительной вышивкой. Автор Надежда Ильина. Год выпуска 1982. Коллекция Илемле. Коллекция сценических костюмов собрана из комплектов женской одежды разных дизайнеров и художников фабрики Пахатери. Это льняная коллекция с традиционно ручной двухсторонней чувашской вышивкой. Авторы: Петрова Татьяна, Ильина Надежда, Андреева Анастасия. Годы создания: 1990, 1995, 2001. Коллекция «Белый лебедь». Коллекция «Белый лебедь» – яркое оригинальное прочтение традиционных чувашских узоров и костюма. Автор Юлия Казакова. Год создания 2004. Коллекция «Золотая осень». Коллекция «Золотая осень» – это современный взгляд на традиционный чувашский костюм и национальные женские украшения, а также головные уборы. Автор – Казакова Юлия, Андреева Анастасия. Коллекция «Агадуй».
Коллекция праздничных женских и мужских одеяний с прекрасной чувашской вышивкой. Источником вдохновения данного создания данной коллекции является чувашский народный праздник Агадуй. Коллекция Агадуй – призер всероссийского конкурса «Русское поле» этого года. Авторы Ольга Ландышева, Анастасия Андреева. Годы создания 2015, 2020, 2022 и 2023. Коллекция «Пахатери Сити». Коллекция современных костюмов чувашской вышивкой, где замиксованы тренды современной моды и этнические мотивы. Автор Федорова Елена, Аркадьева Инна. Год создания 2023. Коллекцию представили девушки и юноши модельного агентства «Волга Моделс». Ну а на сцену приглашается генеральный директор фирмы художественных промыслов «Пахатери», заслуженный работник промышленности Чувашской Республики Наталья Ивановна Посумкина. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, дорогие друзья. Я очень рада вас поздравить с таким прекрасным днем, с Днем чувашской вышивки. Наша фабрика в этом году празднует 100-летний юбилей. И за свою вековую историю фабрика пережила много разных периодов. Период становления, организации, рост экспорта продукции, угроза потери и в 90-е годы. А сейчас, вы видите, мы работаем, развиваемся, участвуем в разных показах. И наши показы доказывают то, что можно быть модным, уникальным в одежде с чувашской вышивкой. И мы над этим с нашими мастерами сегодня работаем. Участвуем в разных показах в разных городах. И в каждом городе получаем яркие отзывы о одежде с чувашской вышивкой и чувашского костюма. Я горжусь тем, что мы смогли сохранить бренд фабрики «Пахатери». Особая благодарность всем мастерам, которые когда-то работали на фабрике, ну и сегодня на нашей нынешней команде. Спасибо большое. С Днем чувашской вышивки. Спасибо, Наталья Ивановна. Примите, пожалуйста, эти цветы в знак благодарности за вашу нелегкую работу. Поздравляем! На такую красивую, яркую, красочную работу. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, интересный факт. В этом году на ВДНХ
экспонируется собранная руками мастериц богатыря вышитая карта России. А в далеком 1939 году также на ВДНХ экспонировалась вышитая на фабрике карта Чувашской АССР. И это достойно аплодисментов, я думаю. Всем привет из 30-х! А ну-ка, девушки! Исполняет хореографическая студия «Этуаль». Девчонки, вперед! Идем, идем, веселые подруги. Страна как мать зовет и любит нас. Везде нужны заботливые руки и наш хозяйский теплый женский глаз. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай поет она страна. И звонкой песнею пускай прославится среди героев наши имена. Для нас пути открыты все на свете, и свой поклон приносит нам земля. Растут цветы и радуются дети, и колосятся душные поля. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай поет она страна. И звонкой песнею пускай прославится среди героев наши имена. Йоу! Россия страна, где волею единой народы все слились в один народ. Цвети страна, где женщина с мужчиной в одних рядах свободная идет. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай поет она страна. И звонкой песнею пускай прославится среди героев наши имена. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай поет она страна. И звонкой песнею пускай прославится среди героев наши имена. И звонкой песнею пускай прославится среди героев наши имена. Хореографическая студия «Этуаль». В год счастливого детства организаторы конкурса «Чувашский национальный музей» и Союз женщин Чувашии предложили украсить чувашской вышивкой современную детскую одежду. Конкурс проходил на тему «С детства знакомый узор» и был призван популяризовать чувашскую вышивку среди детей и молодежи, использовать ее в одежде и аксессуарах. В школьной форме, фартуках, жилетках, воротничках, бейсболках, рюкзаках. Сейчас вы увидите изделия победителей конкурса «Живи узор чувашский». Авторы, призеры конкурса уже были награждены, а сейчас вы увидите работы победителей, как мы и обещали. Коллекция одежды победителей конкурса «Живи узор чувашский» демонстрирует детская группа модельного агентства «Волга Моделс». Встречаем! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ну а сейчас встречайте воспитанников детского сада номер 202. Город чудес города Чебоксары. Мы живем в современном мире, где знакомство по интернету, где программы в прямом эфире, про свидания и про диеты. Давайте что-то менять. Нельзя на свете так жить. Мы просто хотим встречаться, верить, любить. Современные дети на огромной планете, мы за счастье людей. Сегодня в ответе мы в лучшее верим, мы непобедимы. Новая жизнь нам необходима. Так же хочется быть Джульеттой, чтоб Ромео встречать ночами и не слушать чужих советов. По романтике мы скучаем. Пусть мир огромный поймет, что очень важно для всех. Поступки людей, добро, улыбки и смех. Современные дети на огромной планете, мы за счастье людей. Сегодня в ответе мы в лучшее верим, мы непобедимы. Новая жизнь нам необходима. На сцену приглашается председатель Союза женщин Чувашии Наталья Алексеевна Николаева. Добрый день, хранители народных традиций. Я безумно рада присутствовать сегодня на мероприятии, а отрадно видеть, что мы сегодня с вами в большом количестве национальных костюмов. Огромное спасибо Олегу Алексеевичу, что сегодня у нас состоялся первый день вышивки на работу. Я надеюсь, что это станет огромной традицией, что этот день станет действительно большим достоянием, заложением новых традиций в нашей прекрасной республике. Ну и, наверное, отдельное спасибо хотелось сказать всем нашим юным моделям. Я думаю, что они тоже зачинатели новых традиций. И теперь наши малыши в детских садах, в школах, я надеюсь, богатыри нам в этом помогут, будут тоже, наверное, уже с самого начала ощущать все торжество возможностей искусства человеческого, потому что знаете, вот сама национальная одежда, и я действительно с огромным удовольствием каждый год стараюсь к этому дню придумать какой-то оригинальный костюм, потому что это задает вкус, создает ощущение праздника и радости. И как здорово, что у нас такая возможность есть, знаете, так театрально провести этот день. Хочется пожелать, чтобы мы каждым годом создавали еще больше традиций, наслаждались собственным желанием жить, быть счастливыми, потому что праздник – это прежде всего счастье. Я уверена, что в год счастливого детства мы все однозначно стали счастливее. Счастья, добра и благополучия всем нам. Основные награды уже вручены, а сейчас мы приступаем к вручению специальных призов. Ну что ж, дорогие детки, мы вас благодарим. А мы продолжаем церемонию награждения. Итак, детки маленькие. Давайте под громкие аплодисменты проводим наших юных участников концертной программы. Скажем им спасибо большое за красоту, которую они нам продемонстрировали. Спасибо большое, ребята. Ну а мы приступаем к церемонии награждения. Поощрительными дипломами за внедрение орнаментов в повседневную одежду награждаются
Во-первых, творческий коллектив детского сада номер 202. Город чудес, город Чебоксары, руководитель Вера Геннадьевна Коновалова. И два творческих коллектива Чебоксарского экономико-технологического колледжа в составе Тамары Васильевны Артизановой, Елены Николаевны Марковой, Анастасии Анатольевны Васильевой. И также для получения диплома на сцену приглашается Анастасия Андреевна Семяхина. Ну что ж, друзья, давайте сделаем общее фотографирование. Еще раз аплодисменты зала. Поздравляем с заслуженными наградами. Спасибо, дорогие друзья. А вас, Наталья Алексеевна, просим остаться. Мы продолжаем церемонию награждения. Вчера здесь состоялся 5-й республиканский конкурс традиционной вышивки в краю 100 тысяч вышивок. Мы просим встать участников конкурса. Мы очень хотим вас поприветствовать сегодня в такой праздничный день и сказать вам большое спасибо. Это педагоги школ, руководители кружков и клубных объединений школ искусств. За 4 часа участники выполнили конкурсные задания, а сегодня дали мастер-класс и вышили детский оберег. Итак, награждение участников 5-го республиканского конкурса традиционной вышивки в краю 100 тысяч вышивок. 3-е место. Спиридонова Лина Витальевна, Цивильский муниципальный округ. Мы, как всегда, просим остаться, всех награждаемых для общего фотографирования. Второе место. Абакумова Лариса Александровна, Красночитайский муниципальный округ. Ну что ж, ну а сейчас общее фотографирование. И первое место. Первое место. Акчурина Зоя Алексеевна и Брестинский муниципальный округ. Ну и, конечно, традиционное памятное фото. Чтобы этот день запомнился, этот праздничный день остался в нашей памяти. Мы дарим аплодисменты всем победителям и желаем вам дальнейших успехов. Уважаемая Наталья Алексеевна, вам тоже цветы. Ну, цветы уже от малышей, участников проекта «Рожденный в вышивке 2020». За поддержку этого проекта, который вырос в проект «Расту в Чувашии», о чем был подписан указ главы республики. Теперь каждый ребенок, родившийся в Чувашии, получает подарочный комплект с национальным колоритом. Посмотрите, какие наши первенцы уже большие! И даже будут сегодня петь для младшеньких, тех, кто родился сегодня. Спасибо вам большое, Наталья Алексеевна и Союзу женщин, за такие замечательные проекты. Спасибо вам. И по традиции мы все-таки узнали, сколько сегодня родилось малышей в республике. 47. 47 новых жителей на этот час уже получили подарки и растут в Чувашии. Сегодня они славно потрудились и уже спят. А мы споем им колыбельную. И пусть нашим детям снятся только счастливые сны.
все люди ночью спать. Баю, баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи. Спи, засыпай, баю, бай. Маски закрывай, баю, бай. Народная вокальная студия «Арт Нова». Дорогие друзья, с момента основания бренда «Хитре» прошло не так много времени, всего лишь 2 года, а это уже удивительная и чудесная история. Бренд одежды с чувашской душой «Хитре». У каждого изделия своя история. В каждую вышивку заложен свой смысл. Автор коллекции Екатерина Малинина. «Хитре» – одежда, которая говорит. Чуваш республикин теп хули Шувашкар галажайте. Каракалажайте, 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 каракалажайте. Вы слушаете радио Чувашия. Автор бренда «Хитре» Екатерина Малина, выражая благодарность студентам и руководству сборной GFM Чувашского государственного аграрного университета и Чувашского государственного института культуры и искусств, колледж культуры.
праздником вас поздравляет группа «Азамат». Чувашра, чувашра, чувашра гана, Тилипту ядочки хама. Чувашра, чувашра, чувашра гана, Епкунда килидеев хужа, Епкунда килидеев хужа. Аштагана булмарам эбе, Аштагана жидверем буль, Камагана курмарам эбе, Камбатер калашмарам буль. Щутиче дулы, халық кергерлес, Аштагана кайсамда, Чувашах килес-килес. Щутиче дулы, халық кергерлес, Аштагана кайсамда, Чувашах килес-килес. Чувашра, чувашра, чувашра гана, Тилипту ядочки хама. Чувашра, чувашра, чувашра гана, Епкунда килидеев хужа, Епкунда килидеев хужа. Щуладу хада вехавасан, Манаге деть юраденчи, Сывламов ниха жамда асан, Манвача ваш юриневи. Даврмаван, инче чудан ялан, Даваш гердечке, Шагырваман адаван. Даврмаван, инче чудан ялан, Даваш гердечке, Шагырваман адаван. Чувашра, чувашра, чувашра гана, Тилипту ядочки хама. Чувашра, чувашра, чувашра гана, Епкунда килидеев хужа, Епкунда килидеев хужа. Пусть традиции чувашской вышивки будут сохранены в музеях, и пусть они живут в новых проектах и найдут свое место в праздничной и повседневной одежде наших детей. С праздником вас! С Днем чувашской вышивки! Уям, я живе! Успей купить куртку или пуховик за полцены. Весь ноябрь скидка до 50%. Магазин «Сибирь», проспект Максима Горького, 49. Чебоксары, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 20 по 25 ноября. НТВ-центр, 5